урок! Здравствуйте, мои дорогие второклассники! Начинаем урок русского языка. Чтобы урок был плодотворным, настройтесь на урок позитивно. Ребята, это Чапалак-Пала, помните его? Он из сказки. Так вот он не хочет сегодня идти в школу, потому что ему дали загадку отгадать, а он никак не может. Смотрите, какая загадка. Маленький да удаленький. В предложении бывает, всем словам он помогает. Что же это может быть? А вы знаете, ребята? Если он в предложениях бывает, то тогда давайте искать его там. Вот 3 предложения. Дерево растет у дома. Машина подъехала к дому. Мама вышла из дома. Вспомним загадку. Маленький да удаленький. В предложении бывает, всем словам там помогает. Если он маленький, то это слова у, к, из. И говорится, что словам он помогает. Чем же такие маленькие слова могут помочь? Давайте прочитаем предложение без этих слов. Дерево растет дома. Машина подъехала к дому. Мама вышла дома. Что вы заметили, ребята? Да, смысл предложений нарушился. Значит, они в предложении нужны? Конечно, нужны. А чтобы узнать, как эти маленькие слова называются, соберите из первых букв этих слов одно слово. Парк, река, енот, дельфин, лев, очки, гусь. Какое слово собрали? А Чапалак собрал слово предлог. Смотрите, как он рад. Тогда сегодня на уроке мы изучим тему предлог. Узнаем о предлоге, научимся отличать предлог от других слов. Давайте изучать нашу тему. Прочитайте первое предложение. Найдите в предложении предлог. Попробуйте прочитать предложение без него и сделайте вывод. Ученик стоит у доски. Предлог у. А теперь читаем предложение без этого маленького слова. Ученик стоит доски. Как вы заметили, смысл предложения нарушился. Значит, вот какой он маленький да удаленький. Второе предложение. Ворона сидит на дереве. А теперь прочитайте без маленького слова «на». Ворона сидит в дереве. Вы заметили, что это маленькое слово связывает два слова между собой. Сидит где? На дереве. Делаем вывод. Ребята, такие маленькие слова, которые служат для связи слов предложений, называются предлогами. Посмотрите, вот предлоги. Так малы, но так важны. Вы, ребята, постепенно все запомнить их должны. Прочитайте предлоги. На, над, по, около, у, рядом, возле, подле, перед, в, из, с, от, до, к, о, об, за, через, под, для.
Предлоги – это часть речи, ребята. Предлоги нужны для связи слов в предложении. Ставьте предлоги подходящие по смыслу. Кот Васька лежит дерево. Гриб растет дерево. Птенцы сидят гнездо. Лодка отчалила берег. Лев готовится прыжок. Ну а теперь проверьте. Кот Васька лежит на окне. Гриб растет под деревом. Птенцы сидят в гнезде. Лодка отчалила от берега. Лев готовится к прыжку. Молодцы, если не ошиблись. Обратите внимание, с какой частью речи предлоги дружат. На окне. Окно – это предмет, который отвечает на вопрос «что?». Это существительное. Под деревом. Дерево тоже существительное. В гнезде. Гнездо существительное. К прыжку. Прыжок существительное. Значит, предлоги дружат с существительными. Стали, ребята? Давайте сделаем физминутку для глаз. Крепко зажмурились на пару секунд. А теперь быстро моргаем. 5 секунд. 1, 2, 3, 4, 5. Следующее упражнение. Смотрим вверх, вниз, вправо, влево. Раз, два. Раз, два. Вращаем по кругу туда и обратно. А теперь закроем глаза. Темнота. 3 секунды. 1, 2, 3. Открыли глаза. Продолжим урок. Ребята, у меня такое задание. Найдите предлоги среди этих слов. Вот Чапалак-Бала думает, предлоги – это маленькие слова. Значит, все эти слова – предлоги. А вы согласны с ним? Тогда давайте зададим вопрос и определим, какие из этих слов предлоги. Для этого зададим вопрос к словам. Кто? Я, мы. Что? Мед, лес, пол. Вопрос. Что делаю? Иду. Что делал? Пел. Что делал? Мел. А к словам по, через, под вопрос не задается. Значит, предлоги – это не только маленькие буквы, ребята. Предлоги – это часть речи, которая служит для связи слов в предложении. И к предлогам вопрос не задается. Распределите слова по частям речи. А для этого мы должны задать вопрос каждому слову. Первое слово мяч. Что? Мяч существительное. Синий. Какой синий? Прилагательное. Лил. Что делал? Лил. Это глагол. Про. Задайте вопрос. Затрудняетесь? Да. К этому слову нельзя задать вопрос. Это предлог. Шел. Короткое слово. Может, это предлог? Нет. Зададим вопрос, что делал? Шел. Это глагол. За. Молодцы. Это предлог. Дом. Что? Дом существительное. До. Конечно, это предлог.
Еж. Кто? Еж. Существительное. Мыть. Что делать? Это глагол. Теплый. Какой? Прилагательное. Перед. Это предлог. Ребята, вы молодцы. Ну а теперь прочитайте текст с картинками, вставляя предлоги. Вот как Чапалак наш поставил предлоги. Семья собралась в стол. Правильно ли он поставил предлог? Нет, нужно ставить предлог «за». Следующее. За столе красивая скатерть. Тоже неправильно. Да, а нужно ставить, конечно, на столе красивая скатерть. Дочка несет конфеты на чаю. Опять не тот предлог. Нужно поставить предлог «к». Получится дочка несет конфеты к чаю. Папа наливает воду в самовар. Молодец, Чапалак, тут ты прав. Следующее предложение. За столом висит люстра. Разве за столом висит люстра? Нет, нужно поставить предлог над. Над столом висит люстра. И последнее. У бабушки над руками тарелка и печенье. Предлог над неправильно поставлен. Нужно поставить предлог в и предлог с. Читаем. У бабушки в руках тарелка с печеньем. Ребята, а у вас получилось? Я уверена, вы сумели выполнить это задание. А теперь постарайтесь прочитать этот маленький текст, вставляя предлоги. Проверьте себя. Еще раз читаем. Стал Чапалак-Палас собираться в школу. Но где же карандаш? Заглянул под стол, нет его. На столе тоже нет. И за столом его нет. Так где же карандаш? А карандаш спокойно лежал в пенале и думал: вот растеряха, забыл, что еще вчера положил меня в пенал. Надеюсь, вы справились с заданием. А вы, ребята, не растеряхи? Посмотрите, ребята, Чапалак научился, как применять предлоги. Он составил для себя правила в школе. Не опаздывать в школу, здороваться со всеми, по коридору не бегать, на уроке быть внимательным, в столовой не разговаривать. Ребята, сегодня на уроке мы узнали, что предлоги – это часть речи, которая служит для связи слов в предложении. Предлогом невозможно задать вопрос. И на этом, ребята, урок наш заканчивается. И я говорю вам до новых встреч!